привет! Врываемся в эту среду с позитивным настроем. Ведь на ваших экранах программа, которая дарит только положительные эмоции. Это «Студия 11». Мы подготовили для вас интересные лайфхаки, актуальные новости и, конечно, ролики с юмором. Давайте начинать. Как спастись от солнечных ожогов, советует специалист. Единственная в Коми – аллея русских классиков Прилузье. «Скажи, кукушка, пропой» – новый ролик скрипачки Инессы Янакий. Заглянем в календарь. Сегодня, 18 июня, в России День службы военных сообщений. Это одна из старейших служб в российской армии. Организация перевозки войск и военных грузов отдельным ведомством была реализована еще Петром I. К началу 19 века в России фактически существовала система военных сообщений. Конечно, за такой большой временной промежуток произошли изменения, но, несмотря на все трудности, эта служба и по сей день остается значимой для нашей страны. Она по-прежнему решает важные задачи мирного и военного времени в интересах вооруженных сил России, обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в их интересах. Всех причастных к этому поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья. А мы идем дальше. При первых теплых деньках наблюдаем такую картину. Бледные, изголодавшиеся по солнечным лучам, люди бегут на лужайки, пляжи, чтобы принять солнечные ванны. Конечно, все хотят получить бронзовый загар, но, как правило, получается красный. Почему так происходит? К сожалению, большинство из нас не умеют загорать, пренебрегают солнцезащитными средствами и необходимым временем нахождением на солнце. Что делать, если все же получили солнечный ожог? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Рубен Рафаилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие признаки солнечных ожогов бывают? Для солнечных ожогов характерно всегда это покраснение кожных покровов, это увеличение, допустим, отека на коже. Отек, как правило, появляется везде, и на лице, и на кистях, больше. И, конечно, возникают болевые ощущения, которые характеризуются как именно горит кожа, если нужно притронуться, вызывает какие-то выраженные болезненные ощущения. А если спустя время появляются волдыри, то есть это уже какая-то запущенная стадия? То есть, например, на выходных был на грядках, ничем не обработал тело, и спустя несколько дней появляются волдыри. Нет, для ожогов солнечных не характерно через несколько дней появления волдырей. Волдыри появляются через 6 часов после получения солнечных ожогов. Если они появляются через несколько дней, это не следствие именно ожога на солнце. Это, возможно, какие-то другие контактные реакции кожи. Возможно, это то же самое борщевик, такие крапива или что-то еще, или укусы насекомых. А для солнечных ожогов характерно появление пузырей именно в течение 6 часов. И, как правило, пузыри это мелкие, пузыри такие плотные, но вокруг них возникает боль. Что делать, если получил солнечный ожог? Обязательно, конечно, при любых ожогах, в том числе и при солнечных ожогах, первая помощь – это охлаждение кожи. Охлаждение кожи достигается путем ополаскивания водой от 19 до 25 градусов. Это вполне будет достаточно для того, чтобы охладить человека. Если, конечно, человек в сознании, он самостоятельно это может сделать. Если, конечно же, вы нашли человека, который получил, как предполагаете, солнечный удар, то, естественно, необходимо оказывать какие-то уже мероприятия, близкие к реанимационным. Это обязательно, если человек находится без сознания, в любом случае необходимо вызывать скорую помощь. Как правило, у нас все эти потери сознания характерны для того, что нарушение мозгового кровообращения возникает при этом. Тут нам необходимо просто использовать, как правило, быстрее охладить голову, холодную смоченную тряпочку отжатую, положить на лоб, занести человека в тень обязательно, чтобы не было продолжения воздействия солнечных лучей. Еще у меня такой вопрос. Бабушкин рецепт. Сметана, кефир. Можно ли их наносить на место ожога? Нет, носить вместо ожога, конечно, их не нужно. Почему? Потому что сметана, кефир, все другие молочные продукты, они являются хорошей почвой для развития потом бактериальной флоры. Сметана, кефир, она просто вызывает такое охлаждение и мнимое ощущение того, что вам помогает. На самом деле это просто идет сжатие кожи
И на этом фоне кажется, что нет какое-то улучшение и помогает все. На самом деле только вредит. У меня еще один такой вопрос, не менее актуальной темы, тема коронавирусной инфекции. Скажите, какие меры безопасности соблюдаете лично вы? Я пытаюсь соблюдать все меры безопасности, которые рекомендованы нашим Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения. Вот это, конечно, ношение маски в общественных местах, используя перчатки в общественных местах. Пытаюсь, допустим, выяснять у своих родственников регулярно, есть ли у них температура, на какие-то симптомы недомогания и так далее. При наличии всего этого я, конечно, принимаю какие-то меры лечебного и профилактического характера. Спасибо большое, что к нам пришли и поделились ценными советами. И желаю вам здоровья. Спасибо. Всего доброго. Отправимся с вами в Прилузский район. В Обьячево теперь будет больше поводов для поэтических вечеров, интересных встреч и презентаций книг. Ведь совсем недавно в одном из оживленных мест села создали аллею классиков. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть и слышать. Расскажите, как возникла идея создания аллеи классиков? Насколько я знаю, это такая единственная аллея у нас в республике. По территории села мы обустроили несколько общественных пространств. В центральной части села у нас располагалось старое здание школы. Вокруг этого здания имелся небольшой школьный сад. В связи с ветхостью мы здание убрали, и остался уголок для обустройства вот этого сада. Значит, мы приняли решение, что необходимо дополнительно еще в селе, чтобы появилось общественно обустроенное пространство. На нас нашла идея, почему бы не создать аллею писателей. С этим предложением я обратился к руководителю администрации Нестерюк. Она эту идею поддержала и помогла с финансированием. Какие классики у вас? У нас Пушкин Александр Сергеевич, Есенин, Твардовский, Маяковский, Некрасов. Проводятся ли какие-то встречи, может быть, у вас встречи поэтов или встречи поэзии? 7 июня у нас состоялось торжественное открытие данной аллеи. И, значит, проблеснула такая мысль, что, во-первых, аллею необходимо продолжить, место имеется, продолжить ее установлением персонажей коми-писателей. Сами преподаватели сказали, что да, действительно, теперь возможно на этой аллее проводить открытые уроки и различные тематические мероприятия. И в частности, Пушкинские дни чтения, которые 6 июня у нас отмечает вся Россия, принято решение, что ежегодно мы будем проводить вот в этот день на этой аллее мероприятия. Я был приятно удивлен, что у нас оказывается много чтецов. Буквально очередь выстраивалась, все хотели прочитать отрывки некоторых наших известных писателей, в частности Пушкина, Есенина мы все поем. Андрей Алексеевич, спасибо большое. Желаю вам дальнейших успехов, чтобы ваша аллея пополнялась новыми классиками. Привет, Обьячево. Спасибо. Помните, мы вас знакомили со скрипачкой Сыктывкара Инессой Янакий. Совсем недавно в ее творческом репертуаре добавилась еще одна легендарная музыка. На этот раз Инесса создала кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». В своем блоге юная скрипачка пишет о том, что кукушка не просто птица. Это метафора, которая отражает нелегкий путь, тот, который подсказывает сердце. Кстати, в клипе снимались одноклассники Инессы. Все они дружной командой попытались отразить эту метафору. Получилось ли у них? Решать вам. Давайте смотреть.
Друзья, предлагаю немного отдохнуть. Вот увидите, вы даже не успеете соскучиться. Наше расставание будет недолгим. В эфире летняя программа «Студия-11». Добавим сочных красок в нашу жизнь. Отлично, не будем терять время и начнем. Вот что ждет нас в ближайшие 10 минут. Аромат лета – атмосфера самого теплого времени года в Национальной галерее. Папа может все, что угодно. Психолог о роли отца в воспитании. Нянечка по призванию. Об уникальных людях в проекте «Просто люди». С чем ассоциируется у вас лето? У меня, например, это песня у костра, песочные пляжи, лесной поход, комары и пышная зелень. А чтобы еще больше окунуться в летнюю атмосферу, наша команда отправилась в Национальную галерею Коми. Что интересного они увидели, сейчас узнаем. Приветливое солнечное тепло, речную прохладу и сказочный шелест листвы можно почувствовать не только где-то за городом. Загляните в Национальную галерею Коми. Более 30 заряжающих позитивом картин, пейзажей и портретов представлено на выставке «Аромат лета». Все работы, которые здесь представлены, они впервые открыты для зрителей. Некоторых не найти даже в интернете, если даже очень хорошо искать. То есть, опять же, это расширит кругозор. А также просто очень душевная, теплая живопись, которая прямо такое вдохновение для глаз. Живопись здесь действительно теплая и душевная. Не верите? Тогда вперед! Мы проведем для вас небольшую экскурсию. Это работа Георгия Васильевича Кудяшева, называется она «На литовке». И вот работа на литовке — это как раз изображение тундры летом. Притом здесь интересно передан быт оленеводов, то есть показано, как они перегоняют стада ближе к Северному Ледовитому океану, потому что ветер, который дует с северных морей, он помогает оленям переносить потепление, а также избавиться от насекомых. Это уже работа Добрякова Сергея Алексеевича, тоже одного из крупнейших наших коми-художников. Это работа «Вычегда над Воманом». Вот он изобразил любимейшее место местных жителей. Это где спуск такой к Вычегде. Вот самое, наверное, примечательное то, как передан колорит, сколько оттенков здесь зеленого, при этом все очень умиротворяющей цветовой гамме. Это уже работа Александра Николаевича Безумова. Здесь передан и быт, то есть мы видим, как обедает сенокосчик, то есть это и термос, и котелок, и опять же вот он себе сделал шалаш, видимо, чтобы передохнуть в обеденное время. То есть это такая очень атмосферная работа, которая, словно ты становишься участником этого действия. Насладиться выставкой, а точнее таким разнообразным и живописным ароматом лета, можно до конца июня. В это воскресенье, 20 июня, будет День Отца. Праздник новый и официального статуса пока нет, но это не повод забывать о нем. Кстати, этот праздник насчитывает столетнюю историю, да и во многих странах сложили свои традиции. А вот в нашей стране они только формируются. Конечно, папы вносят огромный вклад в воспитание ребенка. Об этом мы и поговорили с психологом Ольгой Балябиной. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Настя. Очень рада видеть у нас снова в студии. И у меня первый к вам вопрос такой. Какую роль вообще играет в воспитании ребенка отец? Роль отца и в развитии воспитания ребенка очень велика, потому что папа является примером, папа является авторитетом, папа — это опора, папа — это безопасность, папа — это проводник в окружающий мир. А вот имеет ли значение в воспитании, то есть есть ли различия в воспитании дочери и сына? Да, конечно, потому что для девочки папа — это первый мужчина в ее жизни. И она смотрит на него и потом оценивает других мужчин. И только от того, какими будут отношения в ее детстве, будут зависеть ее отношения с мужчинами во взрослой жизни. Папа иногда балует свою принцессу, но здесь нужен баланс, чтобы не перебаловать. Наверное, все знают, что есть такие капризные девочки, которые всегда включают свою «хочу» и никого не могут слышать. Папа важен для девочки, когда он ее поддерживает. Он должен радоваться ее успехам. У дочери
вместе с папой могут быть от мамы секреты. И чаще всего это проявляется накануне дня рождения мамы, либо накануне праздника 8 марта. И еще, глядя на отношения своих родителей, папы и мамы, девочка принимает эти отношения и, естественно, потом перенесет их в свою будущую семью. А что касается сына? А что касается сына, там воспитание идет немножечко по-другому, потому что если там при воспитании дочери папа – это первый мужчина, то здесь папа, естественно, это авторитет. Папа – друг, папа – товарищ, папа – поддержка. Папа, естественно, занимается физическим развитием ребенка. Первый бицепс или кубики на животе – это все папа. И хорошо, если папа будет поддерживать начинание своего сына. Папа является воспитателем ребенка по отношению к женщинам, к сестре, к маме, к бабушке. То есть это папа четко дает ребенку понять о таких мужских, скажем так, обязанностях, как забить гвоздь, держать в руках дрель. Вот. Ну и никто не отменял такое правило, которое в народе есть: посадил дерево и построил дом. Вот ситуации бывают разные. Что делать в случае, если отец не принимает участие в воспитании ребенка? Конечно, всегда необходим диалог, но, как показывает практика, часто в этом виноваты мы сами мамочки, когда включаем такое гиперматеринство. Не трогай, я сама его искупаю, не трогай, я сама его пропеленаю, не трогай, я его покормлю. И все попытки папы «давай, я тебе помогу», они заканчиваются тем, что он уходит в другую комнату, садится за компьютер, и так со временем он отходит от воспитания. Здесь нужно папу мотивировать, доверить ему ребенка. Папа такой же сильный, папа такой же заботливый, и ничего страшного в этом нет, если вы оставите ребенка на 2 часа с папой, сами пойдете, сходите, посидите, попить чайку с подружками в кафе, либо пойдете в парикмахерскую. То есть с самого рождения уже даже, так скажем, воспитывать папу. Да. Чем чаще папа будет брать ребенка на руки, тем больше и крепче будет у него эмоциональная связь. И вот эта эмоциональная связь, она будет помогать общению отца и ребенка на протяжении всей жизни. И папы сами должны не бояться проявлять инициативу, несмотря на то, что часто бытует мнение, что мальчиков не нужно ласкать, мальчиков не надо обнимать. Нужно и необходимо, потому что придет время, вы захотите это сделать, а мальчишки вырастут и скажут: папа, подожди, мне есть кого обнимать и есть с кем целоваться. Ольга, спасибо большое за беседу, за такие советы. И желаю вам дальнейших успехов. Спасибо, всего доброго. Папы, вас с праздником. К юбилею нашей республики мы знакомим вас с теми, кто точно откликнется в вашем сердце. В рамках проекта «Просто люди» рассказываем о тех, кто вложил огромный вклад в развитие нашего края. Кто наш следующий герой? Сейчас узнаем. В этом воркутинском детском саду номер 56 работает лучшая няня Республики Коми – Анастасия Федотова. Она стала победительницей регионального этапа конкурса «Няня России». В своей профессии она уже не первый год. Когда-то она отучилась на секретаря, но после декрета поняла – работа с детьми – ее призвание. Я очень люблю возиться с детьми. Через какое-то время я решила попробовать поработать с ребятишками. Работа младшего воспитателя заключается не только в мытья полов и посуды, но и люди этой профессии являются главным помощником воспитателя. Я участвую в утренниках, люблю играть с детьми, читаю им, обнимаю их, успокаиваю, если это требуется. На участие в конкурсе согласилась, не раздумывая. Конкурс проходил очень интересно и весело. Мне понравилось абсолютно все. Видеосъемка была, звукозапись, обсуждали сценарий. Когда мне предложили, да, я сразу согласилась, потому что это очень интересно. И приобрести какой-то новый опыт с общением с детьми. Даже когда мы принимали участие, я не думала, что мы так зайдем далеко. Думали, просто поучаствуем, и на этом все. А тут была приятная неожиданность. Впереди участие во всероссийском конкурсе. Анастасия уверена, что достойно представит республику. Но все-таки главное для нее – это детишки, с которыми она видится каждый день. Большая радость – это, конечно, сами дети. Каждый день как новый. Никогда не предугадаешь, что будет завтра. В своем садике Анастасия организовала клуб воспитателей «Чайные посиделки». В
Встречи проходят регулярно во время тихого часа. На них обсуждаются самые разные темы, но в основном, конечно, касающиеся работы, которую Анастасия очень любит и не жалеет, что в свое время выбрала эту профессию. Раскрою одну интересную закономерность в нашей редакции. Как вы знаете, Алена Туркина обожает всех животных. Она готова умиляться и кабанятам, и белочкам. Но самое интересное то, что когда Алена выезжает в Центр экологического образования, рождается детеныш ламы. В прошлом телесезоне летом на съемках Алене удалось увидеть малыша. По иронии судьбы, на этот раз моя коллега снова выехала в центр. И что вы думаете? Там снова родился детеныш. Вот такие сюрпризы иногда готовит съемочный день. А сейчас предлагаю познакомиться с младенцем. Прошлые выходные выдались по-настоящему праздничными, не только потому, что был День России. В стенах Центра экологического образования родился ламенок, вот он как раз стоит. Несмотря на то, что малышке всего несколько дней, она уже уверенно наворачивает круги по загону, активно изучает мир, но, как полагается, от мамы далеко не отходит. Абсолютно здоровый, когда мы его увидели, уже полностью обсохший, встал на ноги, вернее, встала, вовсю бегала. Для мамы ламы Луны это уже не первый родительский опыт. Что уж говорить, детки здесь появляются регулярно. В прошлом году в центре родились 2 мальчика. И ничего удивительного, здесь созданы все условия для размножения. К слову, у этой девочки имени пока нет, но оно обязательно появится, ведь сотрудники зоопарка планируют оставить ее себе. Сейчас загон делит между собой 6 лам, 3 самки и 3 самца. Вот такая большая и дружная лама-семья. На этом наш выпуск подошел к концу. Желаю вам отлично провести этот день. Берегите свое здоровье и не забывайте о вакцинации. Увидимся в эфире. Пока-пока.